Навигация 2019 в Ленске началась не только для речников. В этот период в поставке и переработке грузов в Ленске задействовано сразу несколько предприятий. Это и автобаза, и Ленское отделение управления материально-техническим снабжением компании «Алроса». Как работают снабженцы после ряда реформ, узнавала Анна Кожевникова. Управление материально-техническим снабжением – единственное оставшееся в Ленске алросовское предприятие на сегодняшний день. Все остальные поменяли форму собственности. И эта навигация 2019 года для снабженцев особенная. Привыкают к новым алгоритмам взаимодействия с Ленским речным портом и автобазой. Считаем, что навигация 2019 года началась положительно как для речного порта, так и для нас и, соответственно, для транспортников. Если говорить по Алроса-Лена, для них не было никаких сдерживаний по работе речного порта. Соответственно, это наша внутренняя организация здесь на берегу, совместная двух предприятий. Первая поставка, которая пришла в адрес снабженцев, свыше 1200 тонн технического груза. Цифра же на этот год свыше 80 тысяч тонн, а навального груза ожидается свыше 50 тысяч тонн. Также будет поставлено свыше 150 тысяч тонн топлива. Увеличение тоннажа в связи с разработкой Верхнемунского месторождения и карьеровой хали не наблюдается, но работы не меньше, чем в прошлый год. Мы начали с центральной базы, принимали контейнеры, принимали оборудование, принимали химпродукцию, принимали нефтебитум. В ночную смену продолжили работы, связанные с приемкой контейнеров. Начали принимать груз для металлобазы. Работа организована круглосуточно в период навигации во всех подразделениях. А это центральная, цементная, металлобаза, склад взрывчатых веществ. Комплексные бригады работают по сменам, чтобы не было простоев. В этом году усложнился процесс по организации поставки грузов. Теперь груз, который автомобили автобазы доставляют с речного порта до Ленского отделения МТС, он является собственностью компании, а АДТ как перевозчик участвует. Поэтому немножечко работы у нас сейчас увеличилось в связи с тем, что все организационные работы по доставке груза с речного порта до Ленского отделения тоже осуществляет теперь наш отдел. Подобная ситуация произошла с автокранами, которые в прошлом году были переданы в собственность Алмаздортранса. Поэтому опыт по оформлению заявок уже имеется. Если все договоренности компании «Алроса» будут осуществлены, то работы хватит всем. Ведь чем больше груза получат снабженцы, тем больше будет объема работы у речников и транспортников. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.